Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон, мои милые. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чему суждено исполниться, случиться в ближайшие 10 дней? Чему пришло время? Что случится так или иначе? Загадайте, пожалуйста, на себя и на срок в 10 дней. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть кровь Ничего себе! Обратите внимание на центр. Смотрите, вы стоите, и вас как будто бы коронуют. Видите, как корону над вашей головой держат. Очень прекрасный знак. Просто замечательный. Здесь стоит человек, сильный человек, как будто бы решает этот вопрос. Смотрите, кого-то выкинул, а на это место вас поставил. И вас коронует. С кого-то корону снял, на вас надевает. Мои хорошие, вы все разные, у каждого отыграется эта ситуация по-своему, но я вам сейчас постараюсь объяснить. Смотрите, благодаря тому, какая вы есть, либо какой вы есть, вашим сильным характеристикам, качествам, умениям, да, вас будут короновать. Наконец-таки до кого-то дойдет, кто вы такая, либо кто вы такой, в чем ваша сила, в чем ваша отличительная черта, что вы достойны, как никто другой. И вот одного такого никчемного человека выкидывают, а вас ставят на это место и коронуют. Мои дорогие девушки, если у вас какие-то проблемы в личном, то есть какое-то соперничество, да, или мужчина никак там не может определиться, сделать свой выбор, в эти 10 дней он вас коронует, и вы станете королевой его сердца. Да, какую-то женщину из своей жизни он турнет, погонит, да, просто выкинет, а вас он коронует своей же собственной рукой. Ну, потому что он понимает, кто вы есть, да, либо поймет, кто вы есть в его жизни. То же самое на работе. Может быть, у вас на работе есть люди, которые занимают не свое место, не свою должность. И вот вашему начальнику придет такая благая мысль в голову, что люди-то не на своих местах, да, и он проведет вот такую вот ротацию. Вас точно повысят, возвысят, похвалят, должность дадут, либо повышение назначат, либо авторитет у вас вырастет. Но это прекрасный знак. И, ребят, кто занимается бизнесом, здесь явный такой, знаете, заход на прорыв в бизнесе, на выход на новый уровень, да, корона, известность, популярность, какие-то, знаете, особые привилегии, либо очень крутые заказы, да, но вы коронованный становитесь персоной. Кстати, в семье тоже может быть такая ситуация, когда ваши близкие понимают, что вы их король либо королева, да, что все зависят от вас, либо что вы единственно здравомыслящий человек в этом небольшом обществе людей. Но вы не обижайтесь на меня за такие слова, но вот идет такая информация, я и говорю. Да, вот здесь явно вы при короне, вы обретаете свою корону. Все по справедливости, все чин-чинарем. Да, как должно быть, так и будет. Вы точно при короне. Очень классный знак. Так, давайте еще в основании посмотрим. В основании здесь красивый такой лебедь, но он почему-то плывет туда, где грибы.
друзья, подруги, поклонники, поклонницы, да, делают свой выбор, либо показывают себя, кто они есть. То есть человек искушается какими-то возможностями и деньгами и отчаливает из вашей жизни в поиске вот каких-то возможностей нажиться. Сразу делайте себе отметки и пометки. Вам с такими людьми не по пути. И не жалейте о том, что эти люди сделали такой выбор. Наоборот, да, наоборот, скажите: и слава Богу, что я наконец-таки поняла, либо понял, кто ты есть на самом деле. И что тобой двигает. Не дружба, не любовь, не желание, а именно деньги, да, жажда денег. Ну вот какой-то вот лебедь, не знаю, птица такая вся нарядная, пестрая, уплывет из вашей жизни. Человек, который абсолютно вот шкурный, да, мог предать в любой момент. За деньгами погонится, за деньгами, за какими-то богатствами. Но это все эфемерное. Это, как, знаете, гоняться за миражами. 10 дней. В 10 дней погонится, возможно, через 11 дней даже назад попытается вернуться. Но не пускайте, потому что человек абсолютно ненадежный и выдаст себя с потрохами. Ну, вот эту свою ненадежность выдаст. Так, с правой стороны здесь будет заключен какой-то договор. Устный, письменный, что-то важное, да, люди смогут договориться. Причем вы договариваетесь с кем-то двумя. Вы одна, и напротив вас двое сидят. И вы договариваетесь. Скрепите договор либо подписью, либо рукопожатием. Очень важный договор. Этот договор, во-первых, он будет соблюдаться, чтобы вы для себя понимали. Во-вторых, для вас это очень ключевой момент. Для вашего спокойствия, для вашей стабильности, для вашего, например, будущего, спокойного, стабильного будущего. Где-то вам придется поступиться, но в целом вы нисколечко не проиграете. Абсолютно. Вот самой этот момент подписания договора — это очень выигрышная позиция ваша идет. 2 человека, с 2 людьми вы будете договариваться, либо подписывать этот договор. Смотрите, это может быть что угодно. Договор о найме на работу, договор о сотрудничестве, о, может быть, каких-то услугах, договор купли-продажи. Договор может быть на аренду, либо на получение каких-то денег, там суды, займы, прочее. Хороший, справедливый договор. Вас тут никто не обидит. Здесь все чин-чинарем будет. Да, где-то вы, может быть, большего ждали, либо там завышенные ожидания были. Но тем не менее, очень выгодно вы подпишетесь. Так, еще. Опять же, с правой стороны поле, и вы на нем пашете. Поле небольшое, достаточно компактное, но работой вы будете обеспечены. Работаете вы в удовольствие, да, потому что понимаете, чем это все для вас закончится, да, какими результатами. Знаете, редко такое бывает, когда люди работают в удовольствие, либо получают удовольствие от своей работы. Вам очень-очень повезет, да, либо повезло, что такая вот работа, такое поле вам досталось. Вы ведь для себя это делаете с правой стороны, для себя, для своих близких. Вы очень так эффективно поработаете, а потом какое-то время сможете передохнуть, либо насладиться своими результатами. Сами собой будете очень довольны. Очень хороший момент. Так, в центре у вас знак здоровья. Знак здоровья, знак медицины, традиционно, нетрадиционный, по-всякому может отыграться. Возможно, кто-то из вас уже занимается своим здоровьем, либо займется своим здоровьем. Анализы, тесты, посещение специалистов, прохождение какой-то диагностики, либо уже конкретного лечения. Да? И кстати, хорошие результаты. Ваше здоровье похоже на молодую елочку. Молодая елочка просто шикарный знак, особенно если мы говорим о классическом гаремном гадании. Да? Все молодые елочки — это знак крепкого, стабильного здоровья, либо исцеления от каких-то гадких хворей, напастей и прочих неприятностей по здоровью. Кстати, здесь может быть здоровье не только физического плана, да, органов, но и души. Эти состояния психозов, неврозов и прочих неприятных моментов. Полечитесь. И прям вам молодая елочка вышла. Очень хороший знак. Так, с этой стороны
какой-то человек на вас машет руками, скорее всего, напугать вас захочет, будет на вас махать руками, типа: о, я страшный, бойтесь меня. Вот. А вам смешно будет, потому что человек как пугало, ну действительно пугало. Как-то вы жестко расправитесь с этим человеком, причем не действиями, а словами. То есть, знаете, как морально загоните в угол. Ну, зря этот человек вас пытается напугать. Да, многого о вас этот человек не знает. А если бы знал, наверное, бы и близко к вам не подошел. Легкая победа над глупым человеком. Что можно сказать? Но человек сам виноват в том, что на вас пошел. Так, еще с левой стороны. Какие-то не очень честные люди, нечестные, неблагородные, скорее всего, ваши родственники, идут к вам якобы, ну, как на поклон, да, ну вот мы же родственники, давай пообщаемся, давно не виделись. Что-то клянчить у вас станут, выпрашивать и клянчить. И знаете, они вас обманывают, люто обманывают, такие бессовестные. Я, если честно, я не подберу правильных слов, да, вот корректных слов, чтобы описать этих людей. Я думаю, вы понимаете, о ком речь идет. Ну вот, ждите, на пороге они у вас появятся. Появятся с вот такими ручищами, да, протянутыми, типа дай, подай. Так, и смотрите, упаси вас Господь, какие-то документы им подписывать. Справки, документы, разрешения, доверенности. Вообще ни в коем случае нельзя этого делать. Жалеть будете страшно, если какой-то такой документ им дадите, подпишите. Это такие хитрюги, клейма негде ставить. Ну, не повезло вам с родственниками, что ж бывает. Если у вас поблизости никаких родственников нет, могут быть такие же наглые соседи, могут быть какие-то люди, да, попрошайки, либо очень такие матерые аферисты, да, которые могут втираться в доверие. Будьте поосторожнее, будьте поаккуратнее. Не дайте себя ни подвести, ни обмануть, ни подставить. Это очень важно. Так, еще девушки, женщины. Большая радость от того, что ваш любимый либо откуда-то приедет, доедет, наконец-таки, либо мужчина вас куда-то, наоборот, позовет, да, вместе куда-то съездить, поехать. Будете наряжаться, будете приводить себя в порядок, будете и счастливая, и красивая, и глаза будут блестеть. А мужчинка, он как-то соскучился по вам, как праздник хочет вам подарить. Тот, смотрите, будет очень щедрый на подарки, на покупки, на ухаживание. На красоту будет щедрый, да, на доброту, на любовь будет щедрый. Вам понравится. Здесь у вас выходит такой микромедовый месяц. Все равно друг другом насладитесь. Так, и еще. Детей куда-то будете определять. Детей либо ребенка. И вот вижу, как куда-то записываете, куда-то отводить будете. Ребенок сначала будет против, а потом втянется, потом понравится. И знаете, буквально так. Вот вы первый раз привели, ребенок там, может, какие-то курсы, спортивные занятия, может быть, занятия с репетитором. Ребенок говорит: все, не буду ходить, мне не понравилось, там не мое, там туда-сюда. В следующий раз приведете, ребенок уже прям вольется, будет рад и будет счастлив. Так что, ребят, научитесь договариваться со своим ребенком. И, пожалуйста, если с первого раза не понравилось, идите еще раз. И знаете, что ребеночек у вас немножко капризный. Вот. Я думаю, что вы и так это знаете. Прям удачненько так с правой стороны пристроите. И за небольшие деньги, например, да, но с максимальным результатом. И вам будет приятно, и ребенку будет нравиться, и результат будет, да, постоянно идти. Так, еще. Кто у меня работает с людьми? Девушки, либо мужчины, кто без пары, кто без брака. И вы работаете с людьми. Не знаю, клиент, заказчик. Какой-то человечек такой интересный появится и прям будет к вам приставать. Приставать, домогаться. Конечно, без всякой запрещенки, как бы в рамках приличного. Ой, как вы душу отведете, вот как прям развлекаетесь с этим человеком. Не ваш это, конечно, человек. Так пару раз куда-то сходить, пообщаться, повстречаться, то можно.
прям какое-то удовольствие получите от общения с этим человеком. Может быть, ну как, флюиды не подойдут, да, может быть, не сильно понравится. Но вижу, что какое-то удовольствие от общения с этим человеком вы получаете. Так, еще. Мне какого-то тут дедушку показывают. Ну, либо это не дедушка, может быть, это человек с проблемами плохо ходит. Может быть, как на палочку опирается. Ну, либо в возрасте человек, либо человек с проблемами по здоровью, да, опирается на палку. Мужчина вас очень сильно удивит какими-то своими словами, а кого-то еще удивит своими действиями. Это будет очень почему-то для вас неожиданно, но очень и очень приятно. Вот его действия, его слова, его поступки. Дедушка, либо человек, который опирается на палочку, да, проблемы по здоровью. Как будто бы что-то в нем для себя вы новое откроете. Так, и еще. Двери какого-то дома, либо учреждения, здания для вас распахнутся. Причем распахнутся вот так навстежь. Да? Навстежь. Вот заходите и все, приходите и все. Вы, возможно, сразу не пойдете, еще сомневаться что-то будете. А когда вот сходите, прям все станет на свои места. Все станет, какие-то вы ответы получите, какие-то советы, какие-то подсказки. Ну, в общем, не пожалеете, когда пойдете. Почему-то вы сразу не пойдете, но все-таки сходите и выйдете вот прям досыта, да, наполненной информацией, важной, нужной, ценной и полезной. Так, и еще решение, которое вы приняли накануне, и решение, по поводу которого вы очень сильно сомневаетесь. Да, прямо у вас там кресты идут, вы очень сильно сомневаетесь, правильно ли я поступила, правильно ли я сделал. То ли вы с кем-то поговорили, то ли куда-то вы там документы подали, либо что-то вы начали. Но сомнения вас очень сильно одолевают. Смотрите, 10 дней к концу этого срока у вас уже какие-то первые вот такие добрые весточки пойдут, что решение было абсолютно правильным. И это самое правильное решение всех возможных. Вот. Сейчас вы сомневаетесь, еще пару дней будете сомневаться, а потом уже сами себя прям, если бы могли, расцеловали за такое гениальное решение, либо за такое правильное решение. Отпустите эту ситуацию, отпустите, пожалуйста. Не надо об этом все время вспоминать и думать, и уж тем более себя на негатив накручивать. Там наоборот все по-хорошему будет, да, все хорошее для вас будет. Идет именно хорошая ситуация. Так, и еще. С кем-то столкнуться придется вам. Очень неожиданное столкновение. Человек либо... давайте так, вы все слишком разные, да? Вы не ждете этого столкновения, не ждете и к нему не готовы. Но с этим человеком вы столкнетесь. Единственное, что тут в плюсе, это то, что взаимное будет такое, знаете, шоковое состояние. Потому что человек тоже не ждет, что с вами столкнется. Эта встреча, она не случайна. Она должна произойти, и она должна и вас, и того человека к чему-то важному подтолкнуть. Либо к какому-то решению, либо к какому-то поступку. Поэтому относитесь ко всему философски, да, и здесь явно есть какой-то тайный смысл, о котором стоит задуматься. Чем раньше, тем лучше. Вот, встреча, так встреча у вас произойдет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.